Сегодня в Якутске началась последняя в весенней сессии этого года пленарное заседание Госсобрания Илтумен. В повестке более 80 пунктов. Важными в работе первого дня стали кадровые вопросы. С подробностями Анна Саркомова. По традиции, в начале пленарного заседания народные депутаты рассмотрели кадровые вопросы. Так, парламентарии подтвердили полномочия народного депутата Станислава Мазеина. Напомним, мандат депутата стал вакантным после того, как полномочия Александра Дудникова были досрочно прекращены по его личному заявлению. Станислав Мазеин родился в 1969 году в Алданском районе в поселке Нижний Куранах. Основным направлением своей деятельности вижу вопросы, связанные с поддержкой предпринимательства, малого и среднего бизнеса, так как сам занимаюсь бизнесом. Считаю, что малый бизнес у нас в республике развит не очень хорошо. А при нормальной работе, нормальной поддержке малый бизнес может приносить существенный доход в бюджет республики. Также депутаты дали согласие на назначение первых вице-премьеров правительства республики – Петра Алексеева, Алексея Стручкова и Алексея Колодезникова. При этом Петр Алексеев будет совмещать должность министра сельского хозяйства и продовольственной политики, а Алексей Стручков – министра экономики. Ранее занимавший пост министра ЖКХ и энергетики Алексей Колодезников назначен вместо Павла Маринычева, который с недавнего времени является генеральным директором компании «Алмазы Анабара». Это новая практика, и, соответственно, на настоящий момент рассмотрены вопросы о назначении первым заместителем-министра Петра Николаевича Алексеева, который по факту будет курировать в основном вопросы сельского хозяйства, как определил докладчик председатель правительства Данчикова, первый заместитель министра экономики Алексей Александрович Стручков и, как назвали сейчас депутаты, первый из первых, значит, это первый зампред правительства, значит, Алексей Засимович Колодезников. Поэтому кадровая верхушка правительства сегодня сформирована. В первую очередь это промышленность, геология, тарифная политика. Под кураторство попадает комитет по закупкам. Скорее всего, это аванс, и в большей степени, наверное, повлияла та деятельность, которую мы проводили в Министерстве ЖКХ и энергетики, связанная с теми программами, которые были реализованы за последние годы. Кроме того, парламентарии избрали мировых судей и утвердили полномочия Анны Соловьевой на должность уполномоченного по правам ребенка. Анна Саркомова, Иван Семенов, НВК СХ, Якутск.